Сегодня в выпуске 21 звездочка. Жители Ухтинского дома украсили фасад в знак вечной памяти. От школьников к горожанам. В Ухте проходила акция «Георгиевская ленточка». И непростое детство. Постановка Дворца культуры о детях войны. Смотрите прямо сейчас. В Ухте готовятся к самой важной дате в году. 9 мая в этот раз пройдет без многочисленного шествия бессмертного полка. Но разве это причина молчать о подвиге своих родных? Прадедов, дедов и родителей подумали жители дома номер 38А по улице Чебьюской и решили украсить свои окна, а также фасад дома к важному празднику. Эта акция, она у нас, или наше желание, оно возникло не сегодня. Мы много лет уже наш дом украшаем в канун этого праздника именно так. Обратите внимание, рядом с Георгиевской лентой напечатана 21 звезда. Это 21 человек из 6 семей, которые здесь проживают, погибли в Великую Отечественную войну. И поэтому таким образом мы их вот здесь, это количество и отметили. В окнах Николая Владимировича установлены портреты его родителей. Оба воевали. И даже больше, их история любви началась в военные годы. Они познакомились в партизанском отряде, а после войны создали семью и родили 2 детей. В других окнах тоже видны фото. Тут у каждого свой герой. Батькин. Дважды 2 ордена Красного Знамени, 2 ордена Красной Звезды, 13 боевых медалей. Дошел от Сталинграда до Берлина на танке. Дважды ранен. Говорю, досталось ихнему поколению, да не могу. Именно поэтому ежегодно жители этого дома украшают фасад. Боятся, что когда-нибудь следующее поколение забудут об этих великих подвигах. А еще замечают, до 9 мая еще есть время, призывая остальных горожан украшать свои дома таким образом, напоминая подрастающим ухтинцам, память должна быть вечной. 5 мая прошла очередная раздача одного из главных символов Дня Победы – Георгиевской ленточки. Стартовала акция еще 26 апреля. Ранее ленты раздавали волонтеры Победы. Сегодня к акции присоединились и школьники из 5 школ, а также местного отделения юнармии. Местами раздачи лент стали самые оживленные точки города, например, проспект Ленина и Комсомольская площадь. Раздавали ленты и в старой части города. У входа в парк Кио и детский парк работали школьники волонтерского объединения лицея номер 1 «Доброе сердце». Ребята вручали прохожим эти знаковые сувениры, а также памятки с краткой информацией о символике и правилах ношения ленты. В нашей памятке предлагается 3 варианта оформления этой ленточки. Соответственно, это петелька, крест-накрест и бантиком. Но, что более важно, обращается внимание на то, как эту ленточку носить ни в коем случае нельзя. Возможно, для кого-то это может стать новой информацией. Вероятно, что не каждый об этом знает, что для этой ленточки существует одно единственное место ношения – это на груди у сердца. Всего 5 мая школьники раздали около 500 ленточек. По информации Центра волонтерства, акция будет продолжена. Напомним, впервые подобная акция прошла в 2005 году. За годы проведения в ней поучаствовало более 30 стран мира. Все стихло. Под утро добрался к своим. Мне чудом удалось выжить, но пуля в легком осталась на всю жизнь. Так я стал бойцом партизанского отряда, который заменил мне семью. Со взрослыми ходил в разведку, выполнял опасные задания. Мы пускали под откос вражеские эшелоны с танками и продовольствием, подрывали мосты, разрушали связь, не давали покоя проклятым фашистам.
женщины, дети. Партизанский лагерь стал семьей для многих ребят. Тысячи юных бойцов, сыновья полков, пионеры-герои сражались рядом со взрослыми. За боевые заслуги награждены орденами и медалями. Для нас они Символ мужества и верности Родине. Кругом война, а этот маленький, ему толкуют все врачи. Куда такой годится маленький? Ну разве только в трубачи. А что ему все нипочем, но трубачом да трубачом. Как хорошо, не надо кланяться, свистят все пули надо мной. Везде пройдет, но не расстанется своей начищенной трубой. А почему? Да потому, что так положено ему. Вот как-то раз дожди осенние в чужой степи, в чужом краю. Полк оказался в окружении, и командир погиб в бою. Ну как же быть, ну как же быть, ну что, трубач, тебе трубить? И стал трубач. Вы слышали? Что это? Это военная тревога. Какая-то учение, ну что вы боитесь? А тебе не страшно? Надо у воспитательницы спросить. Конечно, давайте спросим. Елена Ивановна, что это? Мы сначала думали, что это учение, но воспитатель сказала Война. Всех детей лагеря быстро собрали и повели пешком на станцию. Там нас посадили в вагоны, целый детский состав. И повезли в тыл,